Депутат Жогорку Кеңеши Ирина Карамушкина обвиняется в соучастии в захвате заложников при задержании бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Койташ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Ранее в соцсетях Ирина Карамушкина писала, что надзорный орган из свидетеля перевела ее в подозреваемые. Как сообщили в Генпрокуратуре, парламентарию действительно вручили уведомление о том, что она теперь проходит в качестве подозреваемой. Экс-генеральный прокурор Индира Джолдубаева заключена под домашний арест. Такое решение принял Первомайский районный суд столицы. Как сообщает МВД, Индира Джолдубаева проходит обвиняемой по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Бывший генпрокурор получила уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям «Соучастие» и «Коррупция». Отметим, с 2011 по 2015 год Джолдубаева заведовала отделом судебной реформы и законности аппарата президента, а с 2015 по 2018 год занимала должность генпрокурора. В Джумгальском районе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел в постройку жилого дома. ДТП произошло в селе Кызылджилдыз. Погибли 3 человека, в том числе водитель. 2 пассажиров с различными травмами доставлены в хирургическое отделение Джумгальской районной больницы. По факту ДТП проводится проверка. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Игроки футбольного клуба «Академия Лидер», возвращаясь после матча 18-го тура чемпионата страны, попали в ДТП на трассе Бишкек-Ош. Столкнулись микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter и легковая машина Honda Step Wagon. Водитель «Хонды» хотел сделать разворот, не заметив приближающийся микроавтобус. Произошло касательное столкновение машин, и «Мерседес» закружила на трассе. В результате погиб один из игроков футбольного клуба в возрасте 22 лет. Еще один игрок госпитализирован. Остальные получили ссадины и ушибы. Их жизни ничто не угрожает, отметили в оргкомитете Кыргызской премьер-лиги. По их информации, в микроавтобусе было 18 человек – футболисты, тренеры и персонал. Данный факт зарегистрирован в едином реестре. Начато досудебное производство. После 11 часов задержки пассажиров рейса Бишкек-Анталия опустили в самолет. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Манас, рейс задержали по техническим причинам воздушного судна. Самолет должен был вылететь в 6 утра, но вылет состоялся только в 5 часов вечера. Пассажиры в течение всего этого времени находились в стерильной зоне. Им был организован горячий обед. Тем не менее, из-за информации о том, что судно, возможно, было сломано, некоторые из пассажиров решили не лететь этим рейсом. Большинство из них сообщили, что намерены объединяться в группы, чтобы подать совместный иск о компенсации к авиакомпании. Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневной рабочей поездки в Нарынскую область встретился с жителями Акталинского района. Президент рассказал акталинцам о мероприятиях, которые проводятся в рамках развития регионов по всей республике, о создании благоприятных условий для бизнеса на местах, освобождении от налогов или их сокращении, о строительстве новых лабораторий по сертификации продукции, льготном кредитовании, развитии производства и экспорта экологически чистой продукции, о реформах в сфере здравоохранения, образования, спорта, напомнил важность судебно-правовой реформы и борьбы с коррупцией. Особо президент отметил работу по цифровизации страны и переводу госуслуг в электронный формат. Сооронбай Жээнбеков также рассказал о реализации национальных проектов по ирригации и обеспечению чистой водой, отметив, что эти направления были одним из главных предвыборных обещаний в его президентской кампании. До 2026 года будут освоены более 65 тысяч гектаров новых поливных земель. Улучшится водоснабжение 50 тысяч гектаров. В рамках стратегии обеспечения населения чистой водой 69 сел из 653 были обеспечены чистой водой. На очереди еще 584 села, которые начнут пить чистую воду в ближайшие 5 лет. Началось строительство и ремонт не менее 3 километров дорог в каждом районном центре. Реализуются энергетические проекты, проводятся реконструкции в ГЭСах. Проценты госипотеки снижены с 14 до 7% годовых. 3800 ипотечных кредитов выдано со ставкой 8-10%. В этом году планируется из бюджета выделить на ипотечное кредитование до 2 миллиардов сомов. В приоритетном порядке будут внедрены цифровая инфраструктура и системы видеонаблюдения. Это приведет к снижению коррупции. А после Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ирригационными проектами в Акталинском районе. О планах по строительству и реконструкции водных объектов на реках Алабуга, Джамандаван и Куртка президенту рассказал директор Госагентства водных ресурсов Кукумбек Таштаналиев.
По его словам, на каждой из рек готовятся отдельные технико-экономические обоснования. Прорабатывается вопрос привлечения международных финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Проекты начнут реализовываться, начиная с 2020 года. После их завершения появится возможность полива более 4000 гектаров. Глава государства отметил, что модернизация и расширение ирригационных сетей является неотъемлемой частью политики регионального развития. Он подчеркнул, что доступ крестьян к поливной воде – один из ключей к комплексному развитию сельского хозяйства регионов, основа крестьянского труда. Также Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом строительства школы в селе Боетово. Как проинформировали президента, общеобразовательное учреждение состоит из 2 этажей и рассчитано на 275 мест. На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 70%. Для полного завершения строительства необходимо дополнительно порядка 14 миллионов сомов. В свою очередь глава государства отметил, что строительство социальных, образовательных объектов, дорожно-транспортных сетей в отдаленных районах с трудными жизненными условиями является главными направлениями, и работа в данном направлении не ограничится одним годом. Приятный подарок к предстоящему отопительному сезону. В Бишкеке стартовала специальная акция для жителей города от компании «Газпром Кыргызстан». Кто приобретет газовый котел крупнейшего производителя газового оборудования компании «Балтгаз», получит в подарок 200 кубометров природного газа. Этого объема достаточно по меньшей мере на месяц отопления жилого дома. Кроме того, оборудование можно будет приобрести и установить на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 6 месяцев. Мы используем европейскую технологию производства котлов. Также комплектующие к котлам исключительно европейского качества. Но сборка котлов производится непосредственно в России, что позволяет нам сохранять доступные цены на оборудование. На территории Кыргызстана признание получили котлы настенные двухконтурные и одноконтурные котлы. Одноконтурные котлы отлично справляются с отоплением дома, а двухконтурные котлы также дают неограниченный объем горячего водоснабжения. Использование природного газа в 2 раза дешевле электроэнергии. Голубое топливо более экономично, чем уголь, с учетом того, что на отопительный период твердым топливом в большом количестве может запасаться лишь небольшой процент населения. Кроме того, природный газ имеет наиболее высокие экологические показатели. Зачастую не все понимают, насколько удобен и практичен в использовании природный газ. Поэтому продолжают пользоваться углем, а хуже это не уголь, а остатки мусора, остатки шин, которые используются в новостройках для отопления и тем самым наносят колоссальный урон не только городу, но и непосредственно тем людям, которые проживают. Это та ситуация, которую мы пытаемся переломить с помощью своей инвестиционной программы. Стоимость газового оборудования для домов с разной площадью варьируется от 20 до 46 тысяч сомов. Европейское качество российскими инженерами было адаптировано к условиям Центральной Азии. Котлы оборудованы медным теплообменником, более оперативно передающим тепло сжигаемого газа в воде. При этом в процессе теряется лишь 8% тепла. Это лучшие показатели среди аналогичного оборудования в мире на сегодняшний день. Кроме того, в зависимости от заданных параметров, автоматизированная система позволяет контролировать расход топлива. У абонента есть возможность либо установить датчик внутри комнаты жилой, такой показательной комнаты, и котел будет сам определять, повышается либо понижается температура в зависимости от заданной. И будет либо догреваться, либо будет находиться в выключенном состоянии. И второй вариант абонента, он может регулировать работу котла по температуре теплоносителя. Это температура батареи. Котел будет автоматически поддерживать. Если в это время будет теплая погода, значит котел будет в выключенном состоянии находиться и газ сжигаться не будет вообще. С приходом «Газпром» на рынок страны кыргызстанцы бесперебойно получают природный газ. В рамках инвестиционной программы компании природный газ пришел в дома жителей 27 населенных пунктов. Созданы условия для подключения к газу более 200 тысяч абонентов, охвачено более 40 тысяч домовладений. Доступ к экологическому топливу получили жители населенных пунктов Бишкека, Чуйска и Ош.
Приволжской области. А благодаря данной акции абоненты смогут оценить преимущества газа, и в целях отопления новое газовое оборудование установлено и успешно работает уже у более 300 абонентов. До конца года планируется установить еще порядка 1500 газовых котлов. Акция продлится до 31 марта 2020 года. Первый раз в первый класс в этом учебном году пойдут более 156 тысяч детей. Больше всего первоклассников в Джалалабадской области – 25 257. Меньше всего в Таласской – 10 540. Общее число школьников с 1 по 11 классы в этом учебном году составит 1 268 000. За 5 лет рост числа школьников в городах составил 25%, в сельской местности – 14%. В республике насчитывается 2265 образовательных организаций. В настоящее время электронная запись работает только в Бишкеке. По данным Министерства образования и науки, с 2020 года систему запустят в 4 городах. С 15 февраля начнется электронная запись в школы Аша, Джалалабада, Такмака и Карабалты. За его карьерой следят многие, ведь он один из лучших на международной арене. Каких усилий это стоило, накануне поведал чемпион мира по смешанным единоборствам Тилек Джейенбеков. Звезда отечественного спорта стал очередным спикером в рамках проекта «История успеха». В его копилке не одна победа на международных турнирах. А в 2018 году Тилек Джейенбеков стал чемпионом мира среди профессионалов по версии ЭВФ. Как и всегда, беседа кумира с молодыми людьми прошла на 3-м этаже торгово-развлекательного центра «Азия-Молл». Пришедшие вдохновиться историей успеха Тилека Джейенбекова задали множество вопросов. Самые креативные получили подарки – книги. Моя мечта – пробиться в UFC, и мы с тренером надеемся, что у нас получится. Нужно приложить много сил. И, конечно, хочу обратиться к молодежи. Для достижения своей цели нужно быть терпеливым, не опускать руки при первой же неудаче. Чтобы быть лучшим в каком-то деле, нужно хорошее здоровье. А если выступать за какую-то страну на международной арене, то, конечно, за Кыргызстан. И делать все для развития своей страны.